Очередной представитель Mercedes ML 98 года выпуска. 35 тысяч, но торг уместен. С продавцом вы можете связаться по номеру телефона, указанному на экране. Объем движка 3.2. В принципе, такой экономный вариант, я так считаю. Опять же, свои домыслы по этому поводу можете написать в комментариях. Сейчас проверим салон. Так. Еще и подставки для ног. Прям все по красоте, по фэншую. Электропакет полный. Правда, отсутствует одна кнопочка, но это ничего. Думаю, невелика беда, учитывая, что салон сам в целом в более чем приемлемом состоянии. Пробег 144 тысячи. Не знаю, видно вам или нет. Я с маленькой камерой особо не могу так заприметить все это. 144 тысячи. Состояние машины. Но есть, конечно, битые места. Можно сказать, что на 3 с плюсом. Учитывая эти потертости. Состояние машины на 3 с плюсом. Салон, конечно, ухожен, но понятное дело. Под капот мы еще не заглядывали, но думаю, там все тоже немного прибрано. Поэтому особо сказать-то и нечего, в принципе. Автодонузда бестоящноват. Infiniti FX. Год выпуска 2008. Машина в хорошем состоянии. Думаю, к внешнему кузову пререканий никаких нету. Объем движка на 3.2. 90 тысяч пока что требует продавец. Соответственно, можно еще сбить цену, потому что торг уместен. А так, в остальном, в машине особых этих нет претензий. Сейчас только посмотрим пробег. Вот такой салон у нас красивенький, сочный. Ну, соответственно, вся эта технологически продвинутая билиберда, вам всем это знакомо, да, климат-контроль со всеми прочими прибамбасами. Поэтому, думаю, об этом даже не стоит разговаривать. Кнопка старт-контроль. Относительно пробега пока что непонятно. Нужен ключ, который нам продавец отказался предоставлять. Да. Ну, учитывая цену машины, соответственно, состояние машины на 4 с плюсом. На 5 с плюсом мы никому не говорим, потому что 5 плюс это новая машина полностью из упаковки. А тут пока что имеются некоторые побои, дефекты. Была ли машина битая или нет, мы тоже не можем пока что сказать, но надеемся, что нет, потому что весь кузов звучит в принципе одинаково и не видно таких вмятин, которые могли бы испортить внешний вид машины. А так, в принципе, машина представительского класса. Думаю, в принципе, вы не пожалеете о том, что купили ее. Только единственное, да, может быть такое, что в нашем городе из-за объема движка вам будет немного затратно это брать. Ну, соответственно, человек, который берет такую машину, сам должен понимать то, что... И наш первый представитель на сегодня Opel Astra G. Год выпуска 1999, объем движка 1.6. Пока что просят 55, но торг уместен. Поэтому, если кому будет интересно, мы номер, по которому можно связаться с продавцом, обязательно укажем чуть позже. А пока насладимся видом салона. Ну, полный электропакет, я понимаю. Салон ухоженный, чистый, сразу видно то, что водитель хорошо относился к машине. Вот зажигающий. Пробег посмотри.
Сейчас проверим пробег. Пробег мой. Конечно, есть. Да. Ключа, к сожалению, нету. Но будем надеяться, что не такой уж и большой. 147 по местным меркам вроде бы. Кто-то кому-то так сказал. Опять же, неточная информация, просим за это прощения. Так, номер телефона продавца. Сейчас мы вам укажем. В принципе, особо рассказать про эту машину нечего, потому что машина довольно всем таки знакомая. Ну, стоит, конечно, отметить то, что реально хорошо ухаживали. Не знаю, может, после мойки привезли, но каких-то особых пререканий нет. Состояние по 5-бальной шкале как минимум 4 с плюсом. Поэтому нареканий нет. А что дальше? А что дальше? Представитель класса Toyota. 2007 год выпуска. 85 тысяч. Продавец за нее просит, но опять же торг уместен. Объем движка 2,7. Немного затратная, конечно, машина, но для любителей скорости самое то. GL. К внешнему состоянию кузова, в принципе, претензий нету. Даже, думаю, снимать не стоит, потому что оценку можно сразу влепить в 4 с плюсом. Ну, с плюсом, с натяжечкой. Есть некоторые места с дефектом, которые исправляли вручную, похоже, но не так уж, чтобы машина была битая или крашеная до такой степени, что это бы как-то выражалось на ее внешнем состоянии. Но что видим-то, о том и говорим. Так. К кузову претензий нет. А вот, нашел еще одно битое место. Кузов спереди, в зоне бампера. Есть крашенные места, но это уже исправлено, поэтому, думаю, не стоит придираться. Сейчас проверим салон. Отходит краска возле двери шофера. О, да. Салон великолепен. Контроль зеркал. Электропакет. Коробка автомат. Кстати, забывал вам все так же сказать в предыдущих машинах, коробка автомат или механика, но опять же во время съемок вы сами заметили, что есть что, поэтому думаю, это все лишний раз упоминать нету смысла никакого. И мы сейчас посмотрим, что под капотом этой малышки. Объем движка 2,4. Все родное, ничего в принципе не меняли, даже аккумулятор похожий. Ну, как говорится, за машиной хорошо ухаживали, и думаю, особо о ней разговаривать-то не о чем. Любители Toyota, кстати, подчеркивают, что именно вот эта версия выпуска Toyota вышла самой удачной, потому что после нее то, что выходило, имеют ряд недостатков, которые не устраивают именно потребителей. Водители частенько жалуются на то, что либо механика барахлит, либо шумоизоляция какая-то отстойная. Не знаю, там, вы водители, вы больше разбираетесь во всем этом. Мое дело лишь сказать то, о чем я знаю.
Номера продавца мы вам сейчас сообщим. Ой, фу, какой мы вам сейчас сообщим. Я вам сейчас напишу его на экране.